Сәлеметсіз бе, оқушылар? Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас урок русского языка и литературы, 8 класс, урок 23-24. Итак, сегодня на уроке вы будете рассуждать о роли труда в жизни человека на основе художественных текстов. Узнаете о способах подчинительной связи в словосочетании и научитесь их различать. А урок начнем с эпиграфа. Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чем мы будем говорить на уроке? Почему именно в труде велик человек? Именно в труде и только в труде велик человек. И чем горячее его любовь к труду, тем более величествен сам он, тем продуктивнее, красивее его работа. Максим Горький. Упражнение номер 1. Прочитайте высказывания о труде, раскройте их смысл. Человек рожден для труда, труд – лучший хранитель человеческой нравственности, и труд же должен быть воспитателем человека. Второе. Труд – это благороднейший исцелитель от всех недугов. Нет ничего радостнее труда. Следующее. Несомненные условия счастья есть труд. Во-первых, любимый и свободный труд. Во-вторых, труд физический, дающий аппетит, и крепкий, успокаивающий сон. Четвертое. Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни. И последнее. Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду. Ваша задача – раскрыть смысл данных высказываний. Упражнение номер 2. Прослушайте отрывок из стихотворения Брюсова, определите его основную мысль, выделите в первом четверостишии словосочетание, вспомните, в каком разделе языкознания изучаются словосочетания и предложения. В мире слов разнообразных, что блестят, горят и жгут, золотых, стальных, алмазных, нет священней слова труд. Все, что пьем мы полной чашей, в прошлом создано трудом. Все довольство жизни нашей, все, чем красен каждый дом. Все искусства, знания, книги, воплощенные труды, в каждом шаге, в каждом миге явно видны их следы. Упражнение номер 3. Прочитайте слова и словосочетания, отличаются ли они по смыслу, каково значение слова по сравнению со словосочетанием. Выпишите словосочетания, обозначьте в них главные и зависимые слова. Самостоятельные части речи соединяются в составе словосочетания с помощью 3 способов связи – согласования, управления, примыкания. Давайте переведем. Согласование – кьису, управление – менгиру, примыкание – кабсу. Если зависимое слово отвечает на вопросы «какой», «который», «чей», то этот вид связи – согласование. Зависимое слово согласуется с главным в роде, числе и падеже. Если зависимое слово – имя существительное или слова с признаками существительного, то это управление.
При управлении форма зависимого слова не изменяется при изменении формы главного слова. Учиться в школе – учусь в школе. Встретить вас – встретил вас. Если зависимое слово наречие, депричастие или начальная форма глагола, то это примыкание. Упражнение номер 4. Рассмотрите опорную схему, составьте и запишите словосочетания, в которых зависимые слова были бы выражены частями речи, указанными в схеме. Обозначьте главные слова. Крестиком, стрелкой укажите зависимые. Упражнение номер 5. Спешите. Найдите главные слова в словосочетаниях и обозначьте их крестиком. Поставьте от них вопрос к зависимому слову. Вставьте пропущенные окончания. Определите способ связи в словосочетаниях. Не забываем, главные слова – это те, от которых задается вопрос. Над ними надо ставить крестик. Упражнение номер 6. К данным словам подберите зависимое слово в соответствии с вопросом и запишите их в таком порядке. А. Словосочетание с согласованием. Б. Словосочетание с управлением. В. Словосочетание с примыканием. Укажите смысловое и грамматическое различие в употреблении слов «одеть», «надеть». Упражнение номер 7. Спишите словосочетания, раскрывая скобки, объясните правописание не существительными, прилагательными и глаголами.